Память крови во мне отзывается тысячами голосов, тысячами хриплых стонов предсмертной шахады невинных. Память крови во мне спустя сотни тысяч скинутых с горла оков, спустя километры дороги домой в середине мая заплачет ливнем. Память крови в каждом, чей прадед в пути погиб, кто родился и умер в зловонном вагоне смерти. Память каждой матери, терявшей в изгнании детей, память каждой старушки, молившейся на рассвете. Это память о том, как стирали с лица земли, как хотели развеять наш прах ветрами чужбины. Все болит, уродливый шрам, предназначенный нас убить, и уродливый он от удара в спину. Поэзия для меня в первую очередь это способ самовыражения и способ разговора с этим миром, связи с ним. В моей памяти часто всплывает эпизод, школьный урок, нам дают задание. Кто сможет сочинить четверостишие, пожалуйста, попробуйте. И тут я начинаю думать, и у меня рождается четверостишие. И с тех пор я не помню, чтобы был период, когда я не писала. С тех пор все свои мысли я записываю, и чаще всего они рифмованные. На сегодняшний день я поняла, что у меня свой уникальный путь. Во-первых, потому что я крымская татарка, о крымских татарах, поэтах в наше время их не так много, и о них не так известно. И мне кажется, что у меня может своя миссия донести миру, кто такие крымские татары, показать, какие они грамотные, какие они интеллигентные, какие они мудрые. Пари мой флаг над небом голубым, укрась его тамгою золотою. Не сгубит пусть тебя огонь и дым, не разлучит пусть время нас с тобою. И дай Аллах тебя нам вознести над Родиной, прекрасный и желанный, над Черным морем гордо пусть парит непокоренное, несломленное знамя. И пусть ничто тебя не осквернит, никто пусть не посмеет тебя скомкать. Пусть каждый Харымлы наш флаг хранит, чтоб с гордостью отдать его потомкам. Спрашивали у меня, почему женщин-поэтов меньше. Мне кажется, потому что женщины более приземленными делами занимаются по жизни. Я не знаю, почему так сложилось, но обычно быт, дом, дети, они всегда на женщинах. И именно поэтому, мне кажется, многие не успевают себя просто реализовать. Естественно, моя семья меня поддерживает, за что я ей очень благодарна. Меня с самого детства всегда поддерживала мама, и не было такого стихотворения, которое она не попросила бы прочитать, не попросила бы объяснить, почему я думаю именно так. Стань моим домом, уютным и самым светлым, я наполню тебя детским смехом, искрящей рекой, и ближе тебя никому не буду другому. Стань моим домом, спрячь за своей стеной, укрой от дождя, защити от пекущего зноя, с тобой не боюсь ни труб медных, ни огня. Стань моим домом, моим самым лучшим домом, ты моя крепость, ты крепкость самой меня. Не будем считать ни дней, ни поблекших листьев, не будем искать новых троп отступления путей. Стань моим домом, уютным и самым чистым, стань моим светом, самым теплым из сотен огней.